съезд КПРФ. Подведены итоги работы партии за 4 года, определены задачи на новый период деятельности. С отчетом доклада выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, подчеркнув, что съезд проходит в условиях войны, на полное уничтожение, которое объявили русскому миру англосаксы и натовцы. Партия служит трудовому народу, и в 21 веке решается многое в историческом споре между капитализмом и социализмом. Споре, который был начат Великим Октябрем. И сейчас надо сделать все для того, чтобы Россия могла противостоять новой агрессии и большой войне против русского мира. Съезд открывался с 40-м конвоем на сражающийся Донбасс. Уже в 2015 году в партии был организован первый конвой, в котором принимали участие коммунисты Якутии и предприятия железной дороги Якутскэнерго. Уже в 2015 году по нашей инициативе был создан общественный комитет республики и проведен большой благотворительный концерт с ведущими артистами Якутии и Луганской филармонии. Якутия детям Донбасса. Собранные деньги были направлены в детские дома Донбасса. Отправлено за эти годы, на сегодняшний день, более 30 тысяч тонн гуманитарного груза. В рамках партийной программы детям Донбасса прошло оздоровление более 22 тысяч детей в Москве. Доброй традицией стало вручение новогодних подарков ребятам при фронтовой полосе. В работе съезда принимали участие более 200 делегатов, почти 20 тысяч участвовало в заседании съезда в режиме видеоконференции. По решению конференции Якутского райкома КПРФ делегатами съезда были Губарев, Куличкин, а Ян Ильич был приглашен для работы съезда. Они были избраны, Куличкин и Васильев, избраны в новый состав руководящих органов, кандидатами в члены КПРФ, а Губарев членом Центрального комитета КПРФ. Зюганов единогласно избран председателем Центрального комитета. На организационном пленуме избран президиум в составе 22 человек, съездом образован новый партийный орган. Я хотел вот на это обратить внимание. Высший совет. Съездом образован Высший совет. Это решение укрепить Народно-патриотический союз. Партия будет помогать партии за счет опыта и мудрости его членов. Это консультативный орган, и в его состав будут входить как коммунисты, так и беспартийные. Избрано 207 членов Центрального комитета, 168 кандидатов, 37 членов Центральной ревизионной комиссии контроля. Обновление руководящих органов составило 30%, политическая задача устойчивого развития партии выполнена. Президент Путин прислал официальное обращение к съезду, в котором оценил работу наших депутатов в Государственной Думе и региональных законодательных собраний. Всего их почти 10 тысяч человек. Глава государства особо подчеркнул, несмотря на довольно жесткую и обоснованную критику, которую мы высказываем, партия всегда занимает конструктивную позицию и способствует нашей победе на фронте. Путин на днях сделавший вывод, который давно народ ждал. В 90-е годы наша страна была предана и разрушена ради интересов мирового капитала. На деле стали партнерами, а на деле стали клиентами, которых решили прибить и придушить. Наша команда продолжает энергичную работу по поддержке фронта. Содержанием нашего съезда стала программа «Победы». У вас в раздаточных материалах она есть. Должен сказать, что она получила полную поддержку наших союзников по линии Союза Компартии, по линии посольств и ведомств. Все они участвовали в работе съезда. 5 послов официально выступили в поддержку нашей программы и высказали свои поздравления от имени руководства Компартии Китая, Кубы, Вьетнама, Лаоса и Трудовой партии Кореи. В целом наш съезд продемонстрировал полное взаимопонимание и безоговорочную солидарность. Об этом говорит и то, что при тайном голосовании все руководители партии получили абсолютную поддержку. На съезде впервые выступил первый заместитель председателя администрации президента Кириенко. Он тоже высоко оценил самоотверженную патриотическую работу коммунистов на фронте и в мирной жизни. Главное содержание съезда было обсуждение программы «Победы» и пути ее реализации. Здесь ответил тем, что несостояние обвиняет в сотрудничестве коммунистов с правящим режимом. Напротив, эта власть меняла подходы в обороне международной политики, следуя требованиям партии. Партия выступала против партнерства с НАТО, противодействовала разрушению армии. Именно партия настояла на признании и защите России Донбасса. Коммунистами осуществлялась консолидация антифашистских народно-патриотических сил.
Впервые в апреле 25 года состоялся второй антифашистский форум, организованный КПРФ, на котором присутствовало 156 делегаций от 91 страны. Фракция коммунистов в Государственной Думе разработала проект новых Трудового и избирательного кодекса, закона о национализации беженцев войны. Разработаны предложения по вопросам демографии, образования для всех и других. Были конкретные вопросы. Конечно, если говорим о демографии, сегодня, например, в нашей республике, как и во многих регионах, закрыты детство. Когда появляется ребенок в семье, то уже через год можно женщине приступить, матери приступить на работу. Сегодня только через 40 лет сам. Сократилось вообще время пребывания в детских садах в нашей республике. Это тоже, значит, влияет на демографию. Приходится многим не работать, к сожалению. Была подтверждена историческая миссия коммунистов быть авангардом рабочего класса и трудового крестьянства, всех трудящихся. КПРФ ведет борьбу на 3 фронтах. Либерально-компрадорским реваншизмом, с возрождением фашизма и консервативным белогвардейской реакцией. Однако в самой России сохраняется социально-экономический строй, который, ратуя за справедливый миропорядок, не предлагает альтернативу буржуазным порядкам внутри страны. На съезде политическом отчете Центрального комитета выступления съезда прозвучали критические факты в адрес партии власти в Единой России. Отсутствие ответственности за бездействие и катастрофы. В Черном море отравили 500 километров побережья, никто не отменил. Не построили должных редутов на границе Белгородской и Курской областей, никто не отменил. В Крокус-Сити погибло 146 человек, 500 раненых, тоже никто толком не ответил. Еще есть провалы в социальных и экономических вопросах. Цены в это поражение. Вот картофель, казалось бы. Значит, никогда не было дефицита. В Советском Союзе, в Российской Федерации подорожал 4 раза. За 6 месяцев этого года в условиях войны российская олигархия хапнула 25 миллиардов долларов и не желает платить нормально налоги. Единая Россия блокирует проект закона КПРФ о национализации в детях войны. 300 депутатов Единой России в Государственной Думе из 450. И поэтому она несет всю полноту ответственности за политику в стране. Зюганов особо остановился на вопросах политики. Партии КПРФ левых направлений. Справедливость, дружба, мир на планете. Правая, либеральная, рыночная, ее проводит Единая Россия. Третье направление – центристы. Съезд подчеркнул, что в нынешних условиях самая эффективная политика – это объединение на основе левоцентристских настроений. Здесь две главные объединительные взаимосвязанные идеи – справедливость и безопасность. Проводя левоцентристский курс, мы наставим на формирование правительства национальных интересов, правительства народного доверия. Безопасность России может быть обеспечена лишь при отказе от либерально-социального экономического курса. Он неэффективен. Экономическая реализация системы основана на принципах экономической свободы на словах, свободной конкуренции, невмешательства государства в экономику. Государство передает ответственность за развитие экономики в руки граждан и взамен гарантирует свободу частной собственности. Такая политика привела к бедности населения. Всеобщее одобрение получила резолюция о восстановлении полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Виссарионовича Сталина, вызвавшего большой общественный резонанс. В ней осуждаются решения 20-го и 12-го съездов КПСС. Они проходили в 1956 году и в 1961, касающиеся Сталина. Доклад Хрущева о культе личности Сталина признан ошибочным, предвзятым, искажающим правду о государственной и партийной деятельности Сталина. В докладе Хрущева содержатся подтасованные факты и лживые обвинения в адрес генералиссимуса Сапожника. Съезд признал доклад Хрущева как нанесший большой вред социалистическому строительству СССР. Те, кому не нужна правда, начали злословить. Не поздно ли вы проснулись, коммунисты? На эти размышления конспирологов убедительно ответил известный историк Евгений Спицын, один из соавторов резолюции. Во-первых, попытки раскрыть эти фальшивки предпринимались в период после отставки Хрущева в 60-е годы. В год 90-летия Сталина обсуждался вопрос в руководящих партийных органах. Тема сошла на нет.
Вернулись к ней при генеральном секретаре Черненко 1984-1985 год с намерением осудить действия Хрущева. После смерти Черненко пришел Горбачев и продолжил ложь и подтасовка фактов в период руководства Сталина. Почему сейчас? Необходимо сказать правду, которая изложена в резолюции. Если раньше оснований, тоже у вас есть документы, которые мы раздали. В результате огромной научной исследовательской работы фактов, изобличающих ложь Хрущева, достаточно. Спицын подчеркивает в одном из своих аргументов, что в отношении репрессий масштабы многократно преувеличены. Это тоже подтверждается многими документами. И главное, в условиях специальной военной операции во время войны нужно использовать опыт победы в Великой Отечественной войне. Сталин занимал такие должности во время, не просто занимал, он руководил этими направлениями. Председатель Государственного комитета обороны, председатель Ставки Верховного Главнокомандования, Народный комиссар обороны, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами, это говорит вообще о огромной ответственности, которую взял на себя руководитель страны Сталин. И многие в своих воспоминаниях, в том числе и Жуков, отмечают его действительно большую полезную работу как руководство по всем направлениям. Почему признать, а не отменить решение 20-22 съезда партии? Юридически КПРФ не является преемником КПСС, но является идейным продолжателем. Пора вернуть имя Сталина Сталинграду и Сталинградской области. Принята резолюция «Русофобия и антисоветизм», враги созидания и справедливости будущего России, еще раз сказано, что против России развернута многоплановая, эшелонированная злобная война на уничтожение. Коммунистическая партия Российской Федерации обращается к политическим силам страны с призывом вместе отстаивать честь нашей страны, вместе противостоять всем поползновениям, разрушить российскую государственность, защитить гордость за великую победу и другие свершения советской державы. Настаивает на прекращении постыдной дублировки мавзолея Ленина в дни торжеств, требует прекращения практики замены советских наименований, решительно выступить против так называемой муниципальной реформы, ликвидирующей низовые уровни местного самоуправления. Русофобия и антисоветизм, начиная с атак на образ Ленина и памятники советского времени, идет только в одном направлении – к развалу государственности России, настаиваем на закрытии Ельцин-центра. Мы должны добиться законодательного признания русофобии и антисоветизма проявлением экстремизма. Такие законы представлены уже в Государственной Думе. Еще 3 резолюции съезда. Обновление власти через выборы, гарантия ответа страны на вызовы и угрозы. Пенсионерам России достойную жизнь, молодежь России будущее страны также содержит конкретные предложения. Принять избирательный кодекс КПРФ, гарантирующий равенство кандидатов, прозрачность процедуры, подлинный общественный контроль. Пенсионная реформа, проведенная по рецепту коллективного Запада, должна быть отменена. Возраст выхода на взрослую жизнь должен составлять 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин, на севере еще меньше же. Вернуть всеобщее бесплатное образование, отказаться от ЕГЭ, повысить государственные стипендии до уровня МРО. Эти резолюции, они тоже здесь предложены. Коснемся, например, как сегодня проходит выдвижение кандидатов в муниципальные органы. 4 будут главы районов избраны и 1000 депутатов. Сегодня из 1000 уже 4 августа заканчивается уже регистрация, а выдвижение должно до 1 августа закончиться. В некоторых районах сегодня вообще над вопросом сами выборы не идут. У вас добилось, чего и хотели. Сегодня никакой явки не нужно, сколько придет, и пусть придет. Оппозиционные силы, пусть они приходят, где Россия решит своими списками эти вопросы. Никакого равенства. Сегодня настолько усложнено выборное законодательство, агитация, которая просто... я вам скажу, сегодня по закону снять любого кандидата не представляет никаких возможностей. Последнее – это электронное голосование. Вопросы, связанные с агитацией, которые нужно выполнять, используя те или иные материалы. Внесли предложение, что шрифты. Мы никогда не обращали внимания, но на каждый шрифт, который используется в плакатах официально, имеется
свой хозяин. Если с этим хозяином, ну, так говорю, с этим, значит, не заключен договор, то это право тоже можно снять с выборов и так далее. Поэтому, ну, никаких сегодня ответственностей никакой не несет администрация муниципальных образований, которая должна заниматься выборами. Сегодня выборами не занимается никто. Тем более, вот, конечно, в Ильинском районе такое случилось. Наводнения, пожары начались. Мы неоднократно уже говорили, ведь на съезде было подчеркнуто, дату выборов нужно единый день голосования перенести на март. Почему оставили на сентябрь? Да потому что меньше придет избирателей. Я еще раз, второй раз повторяю, это лучше. Значит, те, кто протестует, они влезут, они не придут, они, значит, не интересуются этим делом. Нет, они интересуются. И когда-то это будет в любом случае поправлено. Я бы хотел решение съезда подчеркнуть, имеет государственное значение. Мы бы попросили дать не просто короткую информацию в прессе, а развернуто донести решение съезда. Вот у меня с этой информацией все. Мы перейдем к вопросам, ну, будем обменяемся мнениями, если вы не возражаете. Я задам вопрос. Да. Меня очень интересует, конечно, вопрос по, значит, резолюции, касающейся Иосифа Виссарионовича Сталина. Я ее целиком полностью поддерживаю. Но дело вот в чем. Вопрос в том, почему все-таки она была принята именно сейчас, на мой взгляд, остался нераскрытым. И уважаемый Евгений Юрьевич Спицын, хоть он и объясняет, что это, ну, как бы шла, и, во-первых, и в советское время, и сейчас очень долго шла подготовка к принятию этой резолюции, но все-таки почему именно сейчас, этот вопрос лично для меня как бы такой довольно-таки, ну, остался без внятного ответа. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно вопрос в чем вот мой заключается. Все-таки эта резолюция принята, имеет она юридическую силу, ну, в плане того, что она не отменяет решение 20-го съезда, это не имеет значения. Вопрос в том, что она значит в таком общеполитическом плане. Тем более, что действительно Кириенко принимал участие впервые на, значит, заседании на пленуме КПРФ. На съезде. На съезде, точнее, КПРФ, да, прошу прощения. То есть это же тоже такое знаковое событие. Все-таки означает ли это, что идет какой-то сдвиг? Сдвиг в общеполитическом плане в стране вообще? Или это все-таки, скажем так, какая-то дань времени, что ли, действительно, или вот, ну, какие-то другие причины? Или все-таки действительно идут какие-то глубокие политические процессы, которые как бы нацелены на изменение в целом общественно-политической ситуации в стране? Спасибо, Игорь Сергеевич. Ну, во-первых, начну с аргументов, чтобы не повторяться, где-то еще раз выделить какие-то. Вот 80-летие Победы праздновали. 80-летие Победы. Митинг, который прошел у нас здесь. Ни одного слова не было сказано. В результате чего одержана победа? Победа, выступали все, благодарили советский народ, который победил. Он же не сам победил, советский солдат, который победил. Наша, и все. Нигде не подчеркивалось, что все ведущие должности занимал Сталин. Под руководством командующего одержана победа. Под руководством, значит, Компартии, Коммунистической партии Советского Союза. Комсомольцы. Из 10 3-4 комсомольца участвовали. Каждый 7-й был коммунист. И нигде это не сказано. И сегодня, когда говорим, ну, вы, наверное, обратили внимание, Владимир Владимирович Путин провел сейчас совещание, несколько уже, по вопросам образования. 30 лет назад вычеркнули из системы русского языка и литературы наши 100 произведений отечественных. «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь» и многие-многие другие. На каком основании? И говоря о патриотическом воспитании как-то аморфно. 103-ю годовщину отметили пионерской организации. Слова нигде не было в нашей республике сказано о героизме пионеров, которые с детства шли и защищали свою родину. Или комсомоле, который имеет 6 орденов на своем знамени, в том числе и знамя, значит, якутского комсомола. Поэтому эти вопросы понимают конкретно, что нужна историческая правда. И президент Российской Федерации
поддержал те слова, которые говорили все эти годы и говорят Коммунистическая партия Российской Федерации Дюганов Геннадий Андреевич. Нужна историческая правда. Без этого нельзя победить. Русофобия, но пятая колонна продолжает действовать. За рубежом, за независимость Якутии действует, значит, Зубарева возглавляет. Она здесь же работала журналистом. Работает почта. На очень большие деньги существует. Мемориал закрыли в Российской Федерации. Сегодня он открыт в более чем 40 значит, странах. Этот мемориал тоже на их деньги разрушает нашу сплоченность, нашу коллективность, нашу историю, скажем. Поэтому это первая причина. И очень правильно, что во время войны, говорим, объединиться надо, но и опыт должен быть той, который у нас, значит, был во время Великой Отечественной войны. И прежде всего, а то, что сразу после, значит, во времена Хрущева уже начали говорить о том, чтобы пересмотреть решение 20-22 съезда. Дальше разговоров не проходило. Значит, после, я вот докладирую, в информации в этой немножко коснусь этого. Все время поднимался вопрос. Но после, значит, Горбачева все начало опять продолжаться. Ничто не... Так и продолжалась ложь вокруг Сталина, прежде всего. Вот так, говорит Сергей, вот здесь каких-то таких, почему именно сегодня, потому что сегодня вообще-то, критическая какая-то ситуация. Но против Российской Федерации во время войны Отечественной не было. 50 ведущих стран, 50 стран коллективного Запада воюет на Украине против российского мира. До последнего украинца. Как вот, к сожалению, говорится иногда в прессе, в их прессе. Поэтому 50 стран сегодня критическая ситуация. Если не будем говорить правду о тех мерах, которые принималось во время Великой Отечественной войны, если опять будем замалчивать очень многие вопросы, если не дадим вообще-то по рукам и не примем, значит, меры, против Зубарева возбуждено уголовное дело по факту терроризма. Терроризма, который уголовное дело, она за рубежом, но здесь уже возбуждено и ведется дело. Терроризм это предусматривает вообще-то выше смертной наказания за эти вещи. Поэтому продолжается, опять же. Посмотрите, что вот хорошо сейчас сняли фильм и показывают Тимур и его команду по произведению Гайдара. Но некоторые фильмы показывают, почему сейчас уже третий раз повторяют дело в Ростове. Что произошло в 60-х годах. Новочеркасске, да. Новочеркасске. В 62 году. Уже несколько раз показывали. Это, было это в истории. Да. Сделал вывод. Очень сделанный. Но почему-то его показывают. Или вопросы уже постоянно транслируют фильм, показывают героизм, который проявляли штрафные батальоны и так далее. Но поэтому продолжается вот эта скрытая пропаганда на раскол нашего общества. И это не замечать нельзя. И об этом сказано, я уже это поддержал. Вот слова я привел, это же его понимание речи. Думали, что нас примут, а нас стараются сегодня придушить и задушить. Еще, пожалуйста, вопрос. Да, можно было вопрос задать? Отвечать за Борчи. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете деятельность депутата Амосова? И определились ли вы с планами, кого будете продвигать на выбор следующего года? Вопрос, что я могу сказать, это поддержать Амосова, кандидатуру в Компартии поддержать. Везде мы с ним на фотографии ждем друг друга. Значит, я призываю поддержать. Он был первым секретарем в Колумбском районе. Он один, значит, почетный землестроитель республики. У него дед вообще-то такой советский, исторический, настоящий патриот России. Когда ее избрали, что вам скажу, за эти более 3 лет ни разу с ним мы не поговорили. Вначале я ему
постоянно говорил, пытался сказать, 1000 шагов через свое настроение, надо работать. Но он ни разу здесь не появлялся, в Лескове не отчитывался. Это большая ошибка. Но это не значит, что мы... где-то, конечно, будут спрашивать, как же у вас кандидат отработал. Где-то он как депутат Госдумы там выступал и так далее. Никакой связи с партийной организацией не будет. Мы очень активно участвовать на выборах. И кандидатов по одномандатному округу, и по партийным спискам. Авторитет Компартии сегодня в Якутии большой, в нашей российской партии. Поэтому, задача, может быть, если удастся какой-то по спискам же тоже будет, региональные группы будут составляться. Если наш кандидат будет первым в региональной группе, это тоже возможность быть 100% быть избранным. Сейчас 52 депутата, но я думаю, что, не думаю, уверен, что авторитет большой растет, большой, как на международной арене, так и внутри страны. Но мы понимаем, что творится и что надо делать. И почему допустили? Вот я говорил, никто не ответил. 27 миллиардов рублей долги жилищных коммунальных хозяйств. И сейчас эти долги собираемся мы, я как народный депутат Госсобрания, мы тоже несу ответственность, собираемся переложить на увеличение субсидий, которые не получат наши, и повысить цены нужно будет на коммунальные услуги. Вот почему допустили это? На что рассчитывали? Корректировка бюджета уже 2 раза не проводится в Российской Федерации. Это, наверное, правильно, когда внесли порядок, что субсидии будут выделяться, корректировка бюджета будет в поддержку, тех или иных финансовых ресурсов в регионе, только тогда, когда будет показан рост показателей в регионе. У нас по уровню нефти и газа тоже, это же не только республика, это федеральная программа, что наше свое местное производство. Уровень жизни мы занимаем из 89 субъектов федерации, это новые 4 плюс 85 плюс 4, 73 место по уровню жизни в стране. 50% уровень бедного населения нашей республики. При богатейших поступлениях нефть, газ, золото, 52, если было 5 лет назад где-то добывали 22 тонны золота, сейчас 52 тонны золота. Налоги не все и так далее. Поэтому нужно подходить очень, наверное, внимательно, очень внимательно в подборе кандидатур, учитывать и это можно сказать, как ошибка назовешь, наверное. Якутия, Инфо, Денис Адамов. Виктор Николаевич, вопрос к вам как депутата ИФМН, как заместитель председателя Комитета по культуре и средствам массовой информации. Председатель комитета. Председатель комитета, но руководитель фракции. В первую очередь все-таки как в целом, как представителю ИФМН по части бюджета. Вот вы сейчас как раз упомянули о том, что у нас в республике сложная экономическая ситуация. Вы можете как-то сейчас вкратце изложить главное ваше опасение по поводу именно конкретно у нас по бюджету, например, именно по наполняемости бюджета. Сейчас у нас что происходит вообще? Там, мы не получим сейчас деньги от Алароса, в Углу у нас уходит под как сейчас обстоят дела. После здесь программа, я один абзац зачитаю. КПРФ разработал свою социально-экономическую программу. Предусматривает включение. Бюджет России должен предусматривать включение, сегодня они не поступают в бюджет. Все накопления инвестиционной программы. Бюджет развития вошли, должны войти. Возврат офшорных доходов 5 триллионов теряется, они уходят за границу. 5 триллионов не поступает в наш бюджет нашего населения. Легализация теневой экономики 9,3 триллиона рублей. Введение прогрессивного налога НДФЛ 2,3 триллиона рублей. Госпонополия на реализацию алкоголя почти 1,5 триллиона продаем. Но это всегда была монополия государства. Нельзя отпускать. Пьем. Но должно быть качество. Посмотрите. Я вообще-то 100% трезвенник.
во всяком случае, ну, это очень большое счастье. Но во всяком случае всегда был контроль. Была столичная, там водка, стоила дешево. Сегодня в каждом магазине достало различных сортов, но это же просто половина больше их подделки. Поэтому 1,5 триллиона получают водочные короли, одни из самых богатейших. Дивиденды национализированных компаний 1,5 триллиона рублей. Их надо национализировать, те, которые сегодня, значит, работают и не перечисляют свои налоги. Международные резервы 52 триллиона рублей. Кредитные ресурсы в банковской системе 57 триллионов рублей. И всего это можем получить бюджетный так, который сегодня 143 триллиона рублей. Вот самое основное есть. То же самое у нас. Все конкретно. А еще такой вопрос. Сейчас в России, нас мало обсуждается, да? В России идет обсуждение вот этого фильма скандального «Мумия», да? Посвященного вот Владимиру Ильичу Ленину. А у нас параллельно вот идет переименование площади Ленина, да? Можно ли сказать, что вот эти два факта являются как-то звеньями одной цепи? Вот то, что идет переименование площади Ленина, и вот часто пытаются вот этим фильмом «Мумия» как-то вот дискредитировать самого вождя. Идет как будто декоммунизация в целом, вот именно вот конкретно через эти факты. Ну, прямой какой-то связи, значит, продолжение поддержки этого фильма и так далее. Те, кто принимал решение о переименовании, ну, начиная с Арсения Сергеевича, городской думы Якутской, я не думаю, что это какая-то прямая связь. Но в то же время, когда принимаются такие решения, вот мы говорим о русофобии, антисоветизме, ну, не учитывая последствия, ну, просто нельзя не учитывать последствия. Или у нас и раньше продолжалось, вот, в Чурапче, улица Ленина, улица Карла Маркса была переименована в имя олимпийского чемпиона. Ну, я не называю фамилию, но знаю всегда. Или Борисов, Егор Афанасьевич. Улицу Ярославский, музей Ярославского. Что он сделал, сколько сделал для республики? Улицу Ярославского в Чурапче переименовали в улицу Борисова. Но вообще не понимать последствия этого, ну, назовите любую улицу, если хотите, но не переименовывайте. Поэтому какой-то прямой связи нет, но все время те, кто занимается этими вопросами, Денис, он прежде всего ищет какие-то новые пути. Аргументы какие? Поссорить советскую власть, вообще всю нашу историю, поссорить с православием. Это вообще-то, ну, задача, на что они замахнулись, это у них никогда не было. Перед Великой Отечественной войной вообще-то помирились. Сталин собрал всех, значит, ведущих православия у нас, концессий, и примирились. То, что было сделано где-то и так, это все поправили. Сегодня они опять начинают этот закон. Конечно, это совершенно недопустимо, должно пресекаться самым настоящим образом. Но более того, перед съездом выпустили фильм, посвященный тоже биографии, не перед съездом, 80-летию Зюганова выпустили, ну, лживый такой фильм, такой аморально недостойный фильм о, значит, деятельности Геннадия Андреевича Зюганова. Поэтому вот продолжается еще раз подчеркнуть, это путь никуда, это путь к развалу нашего государства. И еще раз, ну, страна уже другая. Во время, вот сейчас война идет, страна уже другая. Когда она коснется, и мы это видим, чувствуем. Ну, должны вот, не случайно, материал съезда было подчеркнуто левоцентристская политика партии. И партия позиционная, там, плакаты не ходят и кричит, нет, это конкретная установка государственных вопросов и решение их на государственном уровне, в том числе национализировать предприятия. Те, которые были просто розданы, на салфетке писали, ну вот так. Это где-то близко, это не анекдот. Ельцин, Чубайсов написали на салфетке предприятия, которые нужно отдать в частные руки.
Ну, аэропорт Домодедово. Сейчас его национализировали. Хотя Владимир Владимирович Путин, ну, где-то его можно понять. Что вот сейчас ему задавали вопросы где-то на встрече. А как дальше? Что пойдет национализация? Он сказал, ну, надо очень подходить внимательно. Отдали, сейчас забирать. Ну, где-то очень внимательно каждый вопрос. Ну, наверное, сказано так. С пониманием ответственности очень большой. Можно я еще вопрос задам такой, скажем, как раз таки о будущем? Вот сейчас говорят, ну понятно, что самая главная задача это победа, да, все на это нацелено, вот, но уже сейчас в поиске, то есть понятно, что нужно будет что-то менять. Возможно, кстати, принятие резолюции, оно из того же как бы порядка. Но как это будет изменено? Ну вот, допустим, идет процесс вот национализации, но это такие точечные и опять же непонятные, то есть какой алгоритм, то есть что-то национализируют, что-то нет. И говорили, что будет национализация исключительно предприятий, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом, между тем национализация идет из совершенно других предприятий. То есть идет такой процесс, как бы он сейчас, прямо сейчас в эти дни идет процесс, который формирует наше будущее. Но все-таки как это будет? И я тут хотела как бы напомнить такую вещь, что Владимир Ильич Ленин считал, что значит, существует 5 признаков империализма. Империализм – это высшая как бы, стадия загнивания капитализма, в котором мы находимся. Финальная часть – это война. Это войны, вообще войны за передел ресурсов. В этом состоянии мы сейчас находимся. Далее он считал, что будет революция. Мы пойдем по этому пути, как вы думаете, или вообще по какому пути предположительно хотя бы? Ну да, если добавление к словам Владимира Ильича Ленина, что верхи не могут, низы еще не готовы. Ну, сейчас как такой прямой, наверное, революции, ну, нельзя ее допустить, во-первых, да? Это прежде всего. И здесь некоторые факты нужно привести, что дальше. В бытность, когда Сердюков был просто как бы человек, который далек от военного дела, они сократили 2/3 оборонных предприятий. Сейчас их практически они все заработали. Индустриализация страны, так, когда была проведена в годы Великой Отечественной войны, сейчас она, и в годы советской власти проводилась, сейчас она восстановили все практически, были закрыты, значит, за какие деньги продали, значит, вопросы, связанные с авиастроением. За 30 лет не построили ни один самолет. А советский самолет одни из лучших был. Ан-2 летает 70 лет, нет ни одного самолета, который бы столько лет не жил. Лидова, Ил-14, Як-40, многие-многие другие. Ту-154, Ту-134 самая экономичная машина, которая практически не было авиакатастроф за всю историю. Прекратили, летаем на Боинге. Ну, сейчас Боинги, практически они уже запчасти только через Китай уже получают их эксплуатацию. Сейчас делается. Почему это? Значит, надо восстановить авиационную промышленность. То же самое. Нужно сказать, что конкретные меры принимаются, другого не дано. Вот если говорить о безопасности. Ну и вопросы, но опять же, все предложения, конечно, которые выступают в Компартии, так или иначе реагирует президент Российской Федерации, глава нашего государства, облечен властью, доверием народа. Поэтому на вопрос, значит, на этот вопрос, что вхождение в рынок капиталистический, что у нас нужно поднимать свою промышленность по всем показателям. Ну, что только не экспортируем, что только не получаем. Мушки буш, это по сельскохозяйственной продукции, вопросы, значит, легкой промышленности и так далее. Позакрывали фабрики. Но поэтому к этому нужно развивать свою промышленность. Другого просто не дано, это совершенно правильно. И вот в программе «Победа», которая у вас есть, если ее так внимательно почитать, там все есть на эти вопросы. И, кстати, эту программу уже в правительстве Российской Федерации, ну, по информации, да, что тоже там некоторые поручения уже получили. Уточняющий вопрос. Обсуждалось ли это на съезде? КПРФ в случае необходимости готовы взять власть в стране? Ну, вообще-то, да. Если посмотреть на руководящие сегодня органы, которые работают, ну, депутаты Государственной Думы, ну, начнем с народных предприятий. Лучшее предприятие Казанпола, Мария.
лучшее предприятие, которое получило все возможные гранты и все выиграло по качеству своей продукции и вообще по производству сельскохозяйственного. Грудинин Павел Николаевич. Лучшее предприятие, где все обеспечены, получают хорошую работу, хорошее жилье, практически беспроцентное и так далее. И другие предприятия, которые работают, народные предприятия. Наши сегодня главы Ульяновской области, русских, в Хакасии, Коновалов, в Орле, в Орловской области, Андрей Крючков у нас неоднократно был. Да, поэтому они работают со всеми показателями, если посмотреть, одни из лучших показателей. Крючков в Орловской области увеличили бюджет в 4 раза. Когда Левченко возглавлял Иркутскую область, в 2 раза увеличили. Дали по рукам тех, кто теневой заготовкой леса занимался и получал бюджет около 2 миллиардов рублей. Получили бюджет только из-за того, что завели порядок с лесом. Поэтому сегодня в Государственном Думе молодые, например, Новиков Дмитрий Георгиевич, который является заместителем по международным делам, сегодня его знают за рубежом. Знают не только в коммунистическом движении, в партиях наших коммунистических, демократических партиях, но вот, значит, он выступает очень авторитетом большим. Или Афонин, или Калашников, который возглавляет сегодня комитет Государственной Думы по странам СНГ и Содружеству. Это тоже очень большое направление работы, и с ним он справляется и обладает большим авторитетом. То есть в случае необходимости кадры у вас есть. Готов. Ну, вот те, которые я назвал главным губернатором, на международные предприятия, они готовы работать на любом министерском месте. Ну, еще один вопрос тогда по... Вот я вот сейчас буквально готовила интервью по поводу, значит, новой реформы нашего местного самоуправления, да, то есть, которая будет обсуждаться осенью в парламенте и будет приниматься. И, значит, ну, понятно, как бы сам законопроект, я думаю, вы видели, да, вот, и ФЗ номер 33. И какая все-таки позиция КПРФ по поводу, значит, этого законопроекта о местном самоуправлении? Ну, во-первых, это в этом законе, который уже первый вариант был о публичной власти, так заталкивали, да, там было, что полностью перейти на одноуровневое местное самоуправление, районный совет, да, и упразднить сельский совет. Компартия внесла поправку, что этот пункт нужно оставить. Ну, половинчатое решение принято, что вариант перехода на одноуровневый или оставить двухуровневый, передать региону. Да. Эта поправка была принята, и ее вообще предложили в Компартии. Сегодня, но все зависит в регионах. Ну нельзя, у нас в республике 600 населенных пунктов, если так, 600. Но без местного направления просто народ будет брошен. Брошен. Как могут, значит, там 20 депутатов районного совета, 15 решать за весь район? Нет, конечно, вот оттуда все получали мы. И предложения, оттуда росла инициатива, оттуда росло доверие или недоверие. Поэтому нужно сохранить двухуровневую систему местного самоуправления.